этом на так называемую линию разлома. По одну сторону сочувствующие Российской Федерации, с другой стороны украинские националисты. Как вас зовут? Антон. Антон. Антон, скажите, вы говорите, что вы возили съемочную группу российского телеканала, да? Это так? То есть, где вы их возили, по какому они маршруту ездили? Можете это рассказать? Да. Стоял я на Карла Маркса Ленина и, покупая сигареты, услышал, смотрю, как ведется репортаж. Журналисты берут интервью там у 2-3 человек. И я край, обрыв фразы услышал то, что он говорит. Мне тут по-русски не дают говорить. Я такой подумал, чмо ты такое? Кто тебе по-русски не дает говорить? В нашем городе, если вы снимаете этот репортаж, насколько толерантно город относится и страна к вам, и вы снимаете это все, тебе не дают говорить по-русски. Думаю, послушаю дальше. Купил сигарету, слышу, что-то он зашел, один человек в сторону, второй зашел в их машину, переоделся, одел пуховик и с клетчатой сумкой порулил дальше. Журналисты дали ему что-то в деньгах. Я не буду утверждать, сколько там, 50 гривен, 100, я не видел, но видел, что это были деньги. После этого подогнал свою машину, впереди стояла машина Авеню белая. Я вижу, что их 5-6 человек. Они сели втроем в одну машину, я подогнал свою, просто интересно было, чем все это закончится. Садятся они в мою машину, едем мы, вот. Они мне назвали, куда ехать, не гостиница Астория, не Украина, а гостиница на Шалом-Алейхам, еврейская гостиница, за синагогой. Вот. Рассказываю в дороге анекдот про девчонок, посмеялись, про Путина с Медведевым, про смеха не было. И тут он задает вопрос мне, говорит, а проститутки есть? Я говорю, ты знаешь, сожалею, проституток нет, повии есть, проституток нет. Когда подъехали мы в гостиницу, человек мне говорит, можешь дать чек? Я говорю, да пожалуйста, какие дела? Я думаю, проверь его, насколько ты порядочный, естественно, на телефон сэкономим. Я говорю, так давай я выпишу на 200, а ты мне соточку сверху. Он, давай. Я открываю портмоне, при нем достаю 7-8 чеков, считаю. О, это дядя Цили, тетя Фими, тетя Сара. И дед еще меня спрашивал один чек. Я говорю, ребят, ну а вам как раз не достается. Сожалею, но нет чеков. Вот так мы расстались. Накануне до этого, 2 дня назад, видел на площади Ленина. Не буду утверждать, что эти же операторы снимали на площади Ленина, где памятник, этот мемориал Небесной Сотни. А репортаж велся так. Они снимали из-за угла, где аксессуары, где дорогие эти хрусталь. Под углом снимают людей скорбящих, снимают лампадки, потом камеру наводят в небо, убогий, за что покорил эту страну, и наводят на ботинки Ленина. Типа Небесной Сотни нету, есть просто ботинки. Так кому мы пришли поклоняться? Вы приходите сюда колотить эту страну, этих людей. По-моему, никто не считает русский, кацап, хохол. Я казак, я родился здесь, я живу здесь. Зачем так делать? Вы их только, вот это только один раз возили, да? Вы их подвозили? 2 дня видел до этого. 2 дня до этого. Да. И взливы сразу раз и в гостиницу прошмырнули. Также они ездили покушать, я по эфиру, как слушают, машины заказывают машину, стоят на пузатой хате, ждут 15, полчаса, час поели, шики назад. Дешевые конкретно. Скажите, а у них какие-то опознавательные знаки были? Какого никаких на камер не было. Вот их было 5-6 человек. Опознавательных никаких, как у нас там Тонис, СТБ, такого ничего нету. Быстренько сняли и снимали как? Что первый раз, что второй я видел. Там, это было примерно 7-7:30, тихонечко вечером, чтобы типа вроде как и ситуацию по городу показать. А вместе с тем, какой же это город, если ты бомжа переодел в куртку, такой бы куртку подарил. А то теперь давай куртку назад, давай до свидания. Таких журналистов нам не надо. А возле памятника, вот когда они снимали, они у кого-то интервью брали, там вы не видели случайно? Я не видел, я, по-моему, ну при мне точно не брали, потому что они вот так ракурс выбрали, потому что если бы люди зацепились, а слова пошли бы наверняка в эфир, почему вы здесь, потому что люди погибли. Поэтому они так снимали то, что им надо, перевернуть события, передернуть нити под углом, раз и раз, вот вам ботинки. То есть у вас такое мнение сложилось, да, что они якобы нечестно работают, правильно я понял? Честно. А почему вы здесь решили встретиться с вами? Потому что вот Родина, вот Чкалов, вот российские имена, и я говорю по-русски, никто мне не запрещает. I speak English, и я размовляю чудово украинским. Ну, как-то надо так, не надо нас колотить, мы одна нация. Спасибо большое. Пожалуйста.